В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по художественной гимнастике завоевала 2 награды на чемпионате мира в дисциплине упражнения с лентой. Турнир проходит в Баку. Медаль высшего достоинства завоевала Дина Аверина. На третью ступень пьедестала взошла Екатерина Селезнева. Сборная России за 2 дня до завершения мирового первенства обеспечила себе победу в общем медальном зачете, завоевав 8 наград. В активе команда 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Чемпионат мира в Баку завершится 22 сентября. Завтра в Нур-Султане 3 якутских борцов вольного стиля, выступающие в весовой категории до 61 килограмма, проведут свои первые схватки на стартовавшем чемпионате мира по спортивной борьбе. Восхождение по турнирной сетке начнут Николай Охлопков, представляющий сборную Румынии, Андрей Бекрюнев, выступающий за команду Белоруссии, и Егор Дмитриев, защищающий цвета Филиппин. Жеребьевка этой весовой категории пройдет сегодня вечером. Напомню, вчера 3 представителя якутской школы борьбы стартовали на мировом первенстве с поражений. Якутский легионер команды Белоруссии Владислав Андреев уступил иранцу Реза Атри. Его сокомандник Нюргун Скрябин проиграл монголу Тимуру Ачир-Тулга. А Владимир Егоров, выступающий за сборную Македонии, уступил американцу Дейтону Фиксу. Футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от болгарского Лудогорца в матче первого тура Лиги Европы. Встреча прошла в Разграде и завершилась со счетом 5-1. В составе хозяев поля хэт-трик оформил Клаудио Кешеро. По одному результативному удару нанесли Вандерсон и Йоди Лукоки. Единственный гол армейцев забил Игорь Дивеев. Добавлю, что ЦСКА пропустил все 5 мячей во втором тайме. В следующем туре армейцы на домашней арене встретятся с испанским Эспаньолом. Лудогорец в гостях сыграет с венгерским Ференцварошем. Обе игры пройдут 3 октября. Поражение на выезде с крупным счетом потерпел и другой российский клуб, выступающий в Лиге Европы. Краснодар в рамках первого тура группового этапа со счетом 5-0 проиграл швейцарскому Базелю. Авторами голов стали Кевин Буа в его активе дубль, а также Лука Дзуфи и Ноа Акафор, забившие по одному разу. Также мяч в свои ворота отправил полузащитник российского клуба Тони Вилена. Это поражение для Краснодара стало самым крупным в еврокубковых матчах. Во втором туре 3 октября российские футболисты дома примут испанский Хетафе, а Базель в тот же день в гостях встретится с турецким Трабзонспором. Санкт-Петербургский СКА выиграл у московского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Рундблат и Максим Карпов. СКА продлил серию выездных побед над «Динамо» до 8 встреч. Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице западной конференции. В активе команды 12 очков. «Динамо» идет 6-м, набрав 9 баллов. В следующем туре 22 сентября СКА на своем льду встретится с подольским «Витязем». «Динамо» днем ранее также дома сыграет с одноименным клубом из Риги. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над литовцем Ричардосом Беранкисом в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-7, 6-1 в пользу 21-летнего россиянина. В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с 4-й ракеткой мира россиянином Данилом Медведевым. Андрей Рублев располагается на 38-й строке рейтинга ATP. На турнирах этой организации он побеждал 1 раз. Его лучшим результатом на стартах серии «Большого шлема» является выход в 1/4 финала открытого чемпионата США. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за всеми событиями в жизни якутского и российского спорта.